когда я был маленьким, молодым и стал верующим и хотел, то есть решил идти в церковь, служить, работать, и все люди вокруг говорили, когда Пономарить я начал, как же так, ты куда идешь? Это такая страшная структура, это, вспомни Варфоломеевскую ночь, приводили в пример, вспомни костры инквизиции. Когда вот я стал интересоваться историей, изучать, вот, я был удивлен, что вот как нас учили, что инквизиция — это продукт христианства и ничего подобного. Это как раз антихристианский продукт изначально. И инквизиция, она была не только у католической церкви. Инквизиция вообще что такое? Это такой орган контроля. Контроля за так называемым благочестием человека, за его верою. Видите, когда произошло разделение на восточную и на западную церковь, на католическую и на православную, вот это одна из самых таких трагичных моментов в истории нашей церкви, видите, главная причина, как бы ни пытались там по-другому назвать, главная причина все равно одна. Это претензии Папы Римского, там, патриарха, митрополита, какого угодно, епископа Рима, на владычество во главе церкви. Он хотел стать, чтобы все ему подчинялись, и тем более владычество близко к абсолютному, то есть его слово — закон для всех, и оно не обсуждается. И никакие законы соборным образом вот так они не должны приниматься. То есть это Папа Римский, он имеет власть, он полностью все решает, он наместник Бога на земле. Вот. И помимо того, что он в церкви владычествует, то еще претензии на владычество такое, как мы говорим, мирское, то есть, ну, политическое его можно назвать, да. То есть, когда он не просто духовный, да, руководитель, он еще и руководитель царями, законами, организацией жизни людей, не касаемо духовной, да, какой-то составляющей. Вот. И в конечном итоге это как бы отдельная такая точка вот разделения. Ведь в православии соборное, главный орган власти в церкви — это собор. Именно собор, соборное решение, все вот, да, у нас вот 7 великих соборов вселенских. Именно на вселенских соборах решались основополагающие все вопросы, все споры. Все решалось только на соборах. И главным органом власти в церкви является собор. Поместный, там, вселенский, в зависимости от того, какие масштабы проблемы, какие решаются масштабы. Вот. И видите, а раз Папа Римский получил в своих кругах, в своей церкви власть почти абсолютную, плюс он, в общем-то, распоряжался королями, их судьбами, многими людьми, то это не могло не вылиться в конечном итоге в такой орган. Ведь у нас Ватикан, например, да, это государство, если это отдельное государство со своей тайной службой, со своей службой госконтроля, то есть, ну там, я не знаю, полиции, САР, это же государство. А раз так, то деятельность вот этих органов, она близка к органам, ну, не знаю, карательным. Там у нас были, да, опричники, например, да, тайная полиция была, КГБ, ОГПУ, вот, и так далее. То есть органы, которые контролируют, обеспечивают безопасность государства, контролируя, ну, скажем так, мышление людей, их настроение, чтобы не было изменников и так далее. Самым страшным грехом вообще является ересь. Ересь, вы знаете, вот как Господь сказал: не бойтесь убивающих тела, души же не могущих лишь сотворить, и что сотворить. А бойтесь тех, кто, в общем-то, растлевает душу человека. И никто так не растлевает душу, как еретик. Вот. То есть, видите, это очень важный момент. Католики тоже считали, что это очень важный момент. А как бороться с такими людьми? Вот. Если власть мирская, если церковь — это такая структура близкая, там, не знаю, государственная, то тогда будет она бороться именно такими методами насилия. То есть гораздо проще взять и убрать. То есть там много было. Прежде всего, эта борьба была с иноверцами, с еретиками, с колдуньями. Ведь много суеверия было у народа. И ведь католики создали целую коллегию. И задача этой коллегии, то есть были инквизиторы, которые проверяли, контролировали людей. Их задача была выискивать еретиков. Таким образом пытались очистить землю от еретиков. Совершенно не христианскими методами. Христос, да, совершенно другому учил. Смириться — это очень непросто. Любовью только реально можно обратить ко Христу человека, только любовью.